Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты телеканала «Якутия-24». Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. ДТП в Мегино-Кангаласском районе. Произошло лобовое столкновение. Есть погибшие. Зимний турсезон в Усть-Ботома. В питомнике лесных бизонов готовятся встречать гостей. В ответе за тех, кого приручили, как думают решить проблемы бродячих собак в Ниренгринском районе. Бриллианты Эркяны заявили о себе. Юные гимнастки из Хангаласского района успешно выступили на 2 соревнованиях в Московской области. Ворошиловский стрелок. Всероссийская интеллектуальная игра под таким названием набирает популярность в Мирном. Три человека погибли в ДТП в Мегино-Кангаласском районе. Это случилось при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на 47-м километре федеральной дороги Колыма. Микроавтобус, в котором находились 6 человек, следовал из Таттинского района в сторону Якутска, а легковой автомобиль следовал во встречном направлении. Среди пострадавших есть 15-летняя школьница. В Минздраве республики отметили, что 5 пострадавших были доставлены в Маинскую больницу. Их состояние пока не уточняется. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом. По последним данным, число заболевших в провинции Хубэй уже превысило 48 тысяч человек против 33 тысяч днем ранее. Власти объясняют этот факт применением новой методики диагностирования, которая позволяет быстрее и точнее выявлять зараженных. Всего количество умерших от заболевания от коронавируса в Китае составило 1368 человек, а выздоровели 5963 пациента. По обновленным данным, официальный показатель смертности от нового коронавируса по стране составляет 2,28%. В связи с потенциальной угрозой возникновения коронавируса в России у нас в Якутии начали учения по противодействию коронавирусу в медучреждениях. Учения проходят совместно с МЧС, Роспотребнадзором и Росздравнадзором. До этого такие мероприятия в столице проводились 2 недели назад. Специалисты со средствами защиты будут ездить по разным районам города, откуда, по легенде, поступили вызовы о подозрениях на коронавирус. Тем временем министр здравоохранения республики Елена Борисова сообщила, что количество заболевших гриппом и ОРВИ вплотную приблизилось к отметке 14 тысяч. Из них также составляет высокий процент дети от 3 до 6 лет. А школьники чуть пониже рост стал, поскольку карантинные меры приводят к своему результату. Болеют взрослые. Госпитализированных свыше 150 человек по всей республике. Тяжелых форм нет. Проводим точно так же противоэпидемические мероприятия и призываем всех избегать лишних мест массового скопления людей. По последним данным Минздрава Якутии, коронавирус все-таки не был обнаружен у тех 19 человек, прибывших в Якутск ранее из стран Азии. В статусе ожидания находится только один результат. Однако все равно в республике продолжаются мероприятия, направленные на создание условий и контролю за лицами, прибывшими из КНР. Все взяты под медицинское наблюдение. В данное время власти ищут помещение под обсерватор, где будут находиться здоровые граждане, которые подлежат изоляции. По словам вице-премьера Ольги Балабкиной, РБ номер 3 и санаторий Абырал не будут задействованы в качестве этого обсерватора. Прошла информация, что мы чуть ли не гериатрию завтра закрываем, да, потому что там обсерватор. Поэтому мы уже сегодня выходим и 2-й раз, да, для того, чтобы еще раз обратить ваше внимание на то, что вся официальная информация идет только от органов государственной власти. Ни РБ-3, ни Абырал задействованы в качестве обсерваторов реальных, они не будут. Никакие учреждения, в которых сегодня обслуживаются ветераны, пожилые граждане, освобождать под размещение даже непосредственно в сложной эпидемиологической ситуации не готовы.
Ну а в Алдане выявлен первый случай заболевания корью. Уже определен круг лиц, которые контактировали с этим носителем вируса. Проводятся профилактические мероприятия. Также продолжается работа по выявлению граждан, не получавших ранее иммунизацию. Татьяна Вахнина продолжит тему. Подъем температуры до 40 градусов, конъюнктивит, насморк, спустя несколько дней характерная сыпь. Такова клиническая картина кори, острого вирусного заболевания. В Якутии имеют место вспышки кори. В настоящее время в Алданском районе зарегистрирован один случай. На сегодняшний день имеется один подтвержденный случай заболевания кори работника золотодобывающего предприятия, иностранный гражданин. В ходе проведения противоэпидемических мероприятий были также выявлены жители города Алдан с подозрением на заболевание корью. Выявлен также круг лиц, контактировавших с носителем вируса. Проводятся профилактические мероприятия. Корь передается воздушно-капельным путем. Заболевание высококонтагиозное, опасность представляет больной человек. Во внешней среде вирус сохраняет активность до 2 часов. Инкубационный период болезни составляет 21 день. Работа проводится, не окончена. В течение 21 дня мы будем ее продолжать. И на сегодняшний день также выявлены проблемы с иммунизацией населения Алданского района, в том числе декретированного контингента. Решение этой проблемы мы также берем на контроль. Защититься от кори можно только с помощью прививки. Если ребенок, согласно прививочному календарю, получил двукратную профилактику в полгода и в 6 лет, вирус кори ему будет не страшен. В 2019 году проводилась так называемая подчищающая иммунизация. Выявлялись граждане, не получавшие прививки. Вакцинация у нас проводится в рамках национального календаря профилактических прививок. И в прошлом году, в 2019, проводилась еще дополнительная иммунизация, подчищающая. Всего охвачено было прививками всех за 2019 год около 2500 человек, в том числе около 900 детей. В Алданском районе разработана стратегия межведомственного взаимодействия с целью предупреждения возникновения и распространения заболевания. Продолжается работа по выявлению непривитых граждан. Особое внимание уделяется приезжим. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На железнодорожной станции Нижний Бестях открыли линейный пункт полиции. Сотрудники Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте обеспечивают безопасность пассажиров не только на самой станции, а на площади более 2000 квадратов, но и в самом поезде. Репортаж нашего корреспондента Юрия Осипова. Пассажирский поезд собирается отходить от станции Нижний Бестях. Все как всегда. На перроне пассажиры и провожающие. Несмотря на то, что железнодорожный вокзал открылся недавно, сотрудники полиции уже выстроили порядок действий каждого работника. Проблема в основном возникает с тем, что многие люди не знают, что... Да не многие люди, практически все не знают, что курение в общественных местах, так как и на любом транспортной инфраструктуре запрещено, и распитие алкогольной продукции также. Никто, в общем, не знает, грубо говоря, и все нарушают. По сообщению Северо-Восточного линейного управления МВД за 2019 год сотрудники транспортной полиции изъяли более 9 килограммов наркотиков, 34 единицы оружия, а также пресекли деятельность 9 организованных преступных групп. Перед отправлением обходим мы привокзальную площадь, проверяем, смотрим. Может быть, подозрительных лиц, и если есть, проверяем. На багаж смотрим, как люди проходят. Если есть огромные сумки, то, соответственно, должен быть оплачен перевес. Пассажиры прошли регистрацию и сели на поезд. Наши герои отправились вместе с ними. Здесь, на железнодорожной станции, в отличие от работы в аэропорту и на воде, сотрудники транспортной полиции не только встречают и провожают пассажиров на вокзале, но и сопровождают их на всем пути следования, обеспечивая безопасность в поезде до самого пункта назначения. Пассажиропоток на станции составляет порядка 200 человек в день. Ежедневно сотрудники транспортной полиции сопровождают 6 пассажирских поездов. Но это не значит, что сам вокзал остается без охраны. Сотрудники правопорядка продолжают нести службу и на самой станции. Основная задача стоит — это охрана общественного порядка. То есть на моей должности стоит именно встреча там пассажирский поезд встретил, проводил народ.
ну, смотришь за порядком на вокзале именно. А на маршруте это все находится, ну, вся станция, по сути. Ответственность, лежащую на сотрудниках транспортной полиции, сложно переоценить. Протяженность железной дороги в республике до границы с Амурской областью составляет порядка 900 километров. В зоне ответственности Северо-Восточного линейного управления находится 6 железнодорожных станций Якутии и Чукотки. Ежедневно безопасность тысяч пассажиров зависит от их слаженных действий. Юрий Осипов, Джулстан Иннокентьев, Нижний Бестях. Только что в Москве завершилась уже ставшая традиционная встреча представителей правительства Якутии с делегацией консорциума японских компаний. Главная тема – это сотрудничество в сфере высоких технологий. Ни для кого не секрет, что страна восходящего солнца – мировой лидер по внедрению инноваций как в промышленной, так и в социальной сферах. Причем в Якутии уже успешно реализовано сразу несколько совместных проектов с японскими компаниями. Это ветроэлектростанции в Тикси и тепличный комплекс «Саюри» в Якутске. Планируется ввод уже третьей очереди теплиц. А сейчас нашему региону особенно интересны предложения по центрам обработки данных и умному городу. Ну, на самом деле у нас есть такой замечательный опыт, как применение теплых остановок. Вот это даже наши японские партнеры пока, ну, у них климат, конечно, другой. Поэтому здесь многие наши новации, которые родились на территории Республики Саха-Якутия, в принципе, можно реплицировать и в другие регионы. Поэтому есть чем и мы можем поделиться с нашими коллегами, поскольку любое партнерство, любые обсуждения – это дорога с двусторонним движением. Поэтому здесь мы рады, что тоже можем так вот выступить очень достойно и приложить какие-то технологические решения, которые разработаны и уже, самое главное, опробованы в наших условиях. Сегодня в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Праздник был учрежден указом первого президента республики Михаила Николаева в 1996 году. Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого, основоположника массовой письменности, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова. Главными событиями торжественного собрания общественности ко дню родного языка и письменности стал запуск международного интернет-портала языков коренных и малочисленных народов Севера «Илкен», а также презентация большого толкового словаря якутского языка. Другая знаковая дата – День национальной печати, учрежденный в Якутии. Он будет отмечаться в республике 1 июля ежегодно. Соответствующий документ подписал глава республики Айсен Николаев сегодня. Праздник создан в целях популяризации государственных и официальных языков республики, а также повышения престижа работников печати и средств массовой информации и будет отмечаться 1 июля в день выхода первой газеты на якутском языке «Саха-Дойдута». Идейными вдохновителями стали представители интеллигенции того времени. Мне кажется, это очень важная веха. 1 июля 1907 года выход газеты «Саха-Дойдута. Якутский край» на двух языках, на якутском и на русском. И это была первая общественно-политическая независимая газета. Но до этого издавались, конечно, официальные издания. И поэтому, в общем-то, журналистское сообщество давно, еще с конца 90-х годов, выдвигало эту идею. 11 юных гимнасток из Хангаласского района успешно выступили и заняли призовые места на 2 всероссийских соревнованиях в Московской области. Наш телеканал «Якутия-24» в рамках акции «Добрый февраль», объявленной к 2-летию телеканала, решил поощрить маленьких спортсменок. Сюжет Виолетты Засимовой. Клуб художественной гимнастики «Бриллианты Эркени» в городе Покровске открылся в 2017 году. На сегодняшний день в нем занимаются около 70 детей от 4 до 13 лет. Причем не все дети покровские, есть и те, кто специально приезжают с близлежащих и даже заречных населенных пунктов Улуса. Тренировки проводятся 3-4 раза в неделю по 1,5 часа. Перед соревнованиями мы занимаемся по 5-6 часов в день. Девочки ходят, ездят. И зал нам предоставляет Дворец спорта города Покровска. Для поездки на всероссийские соревнования в Московскую область были отобраны 11 воспитанниц клуба. Впервые решено было взять самых маленьких – девочек 2014-2015 годов рождения. 8 февраля юные хангаласские гимнастки вышли на ковер Всероссийского детского фестиваля по художественной гимнастике «Крохот-2020», где завоевали все виды медалей.
Второе у нас 9 февраля. Мы были приглашены в город Апрелевка. Это уже по рангам повыше турнир. По разряду девочки тоже выступали некоторые. У нас 1 чемпионка, 2 серебра и 6 бронз. Как вас встретили вот уже в Покровске, когда вот узнали, что вы так хорошо выступили? Мне папа сказал, что если я займу какое-нибудь место, то он мне купит новый телефон. Я очень старалась, потом заняла 3-е место, и папа мне купил новый телефон. Ах, вот какая мотивация, да, у тебя? Телеканал «Якутия-24» решил сделать сюрприз для маленьких гимнасток клуба «Бриллианты Эркени» в виде поездки в зоопарк Ортодойду. Сотрудники якутского зоопарка с радостью поддержали нашу идею и в телефонном разговоре пригласили девочек к себе в гости. Приглашаем вас посетить 28 февраля мероприятие, посвященное хозяину Арктики белому медведю. Вы сможете увидеть кормление Ломоносова тортом, принять участие в викторине и посмотреть на экране, установленном в кафе, самые свежие кадры из жизни медведицы Коломаны и ее маленького белого медвежонка. 28 февраля телеканал «Якутия-24» будет сопровождать девочек во время их поездки в якутский зоопарк и покажет счастливые лица юных спортсменок. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Короткая пауза, буквально полминуты, потом вернемся. Смотрите чуть позже в нашей программе. Зимний туристический сезон в Усть-Ботома в питомнике лесных бизонов готовится встречать гостей. В ответе за тех, кого приручили, как думают решить проблемы бродячих собак в Нерюнгринском районе. Ворошиловский стрелок. Всероссийская интеллектуальная игра под таким названием набирает популярность в Мирном. Якутия-24 в прямом эфире. Продолжаем программу «Итоги дня». Якутия заключила 482 договора по программе «Дальневосточная ипотека». Всего же подобных кредитов в 11 субъектах макрорегиона. С начала реализации этой программы было выдано почти 2300. В настоящее время лидирует Приморский край – более 600 договоров, у Якутии чуть меньше – свыше 480. Якутяне стали меньше заключать браки. Такую информацию озвучили на правительственном часе в парламенте, рассматривая демографическую концепцию политики Дальнего Востока до 2025 года. Участники обсудили вопросы по улучшению жилищных условий, пособий, материнского капитала и дальневосточной ипотеки. По данным Министерства строительства региона, более 1200 заявкам были даны отказы в этой 2% ипотеке. Основная причина – уже имеющиеся кредиты у молодых семей. Те министерства, которые отвечают за реализацию, сейчас после 2 лет реализации отчитались, как идут показатели, как целевые показатели, индикаторы реализуются и как у нас меры поддержки доходят до молодой семьи. Конечно, это прежде всего обеспечение жильем молодых семей, тем более сейчас у нас в прошлом году появилась совершенно новая и очень хорошая мера поддержки, как ипотека по Дальнему Востоку 2%. Проблема безнадзорных собак все больше беспокоит жителей Нерюнгринского района. Средств на реализацию новых норм по содержанию еще нет, и четвероногих на улице меньше не становится. В проблеме разбирался наш корреспондент в Нерюнгри Сергей Козюра. Действительно, ситуация двоякая. Закон есть, а способ реализации еще не продуман. Если в городе ситуация еще не так ярко выражена, то вот в поселках, особенно в Хатыми и Серебряном Бару, она скоро может стать критичной. В Хатыми с уходом газовиков осталась свора прикормленных вахтовиками собак. Они голодные, ни при кем не приглядываются, и даже бывает мужики встают с вахты, приезжают, они на них бросаются. Видно, помнят тех своих бывших хозяев, которые уехали, и голодные. Мы стараемся их подкармливать, но всех мы не накормим. В поселке Серебряный Бор в шаговой доступности находятся дачи, где нерюнгринцы летом проводят время и заводят для охраны четвероногих питомцев. Но с наступлением зимы, к сожалению, некоторые бросают собак на произвол судьбы, и те вынуждены сбиваться в стаи и выходить в поселок в поисках пищи.
В настоящее время на уровне Нерюнгринской районной администрации создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли все главы поселков Нерюнгринского района. И рассматривается вопрос по строительству приюта для животных. Один из вариантов как раз-таки строительства приюта рассматривается в поселке Серебряный Бор. Резюмируя, хочется напомнить, что вина в данной ситуации изначально лежит на нас с вами. Давайте вспомним слова из произведения Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили», и посмотрим фильм «Собачья жизнь». Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. Всероссийская интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» набирает популярность в Мирном. Количество участников растет, вопросы непредсказуемые, какие-то даются легко, какие-то без определенных знаний сходу не ответишь, потребуется некая логика, смекалка. Что это за игра и как в ней победить, рассказывает Анна Брянская. Чьи штаны во все стороны равны? Как называется женская стрижка и боевое построение пехоты? Здесь не держат оружие в руках. Их сила в знании. 8 февраля в Мирном прошел очередной этап интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок». Вначале мы играли в игру «Ворошиловский стрелок», потом у нас был «Лига Индиго», а перед этим был у нас еще квиз. Да. Вот мы как-то так собрали интеллектуалов и выдвинули свою команду. Точность и скорость ответа – залог победы. Правила игры просты. Если знаешь правильный ответ на вопрос, нужно быстро нажать кнопку. Ведущий видит, кто сделал это первым. Правильным ответом игрок выбивает одного соперника. Подготовиться к игре невозможно. Все зависит от личных знаний и эрудиции участников. Тут же такие вопросы общего плана. Там, ты знаешь, либо не знаешь. Там. То есть тут и бывают вопросы, где, собственно, все знают, какой сегодня день недели. Нажал кнопку, ответил. Или назовите цифру, начинающуюся на 2. Да, говоришь 2. Ну, собственно, ничего такого. На этот раз игра собрала 15 команд, каждая по 4 человека. Возрастной категории нет, участвовать могут все. Молодые специалисты из подразделений Алроса и других организаций все чаще предпочитают провести выходной в прямом смысле с умом. По словам организаторов, с каждой игрой количество участников растет, но фаворитов пока нет. Победители всегда разные. Единственное, что эта игра, она проводится не нами, это всероссийский синхрон. Ежегодно проводится в Москве всероссийский чемпионат. И то есть команды, которые у нас здесь побеждают, получают туда приглашение и могут туда съездить. Несколько раз мы туда уже ездили достаточно успешно. Все это, конечно, при поддержке компании делается. Игра длилась 4 часа. После ответов на сотни вопросов определился победитель. Им стала команда M&M's. Ребята не работают вместе, но именно такие интеллектуальные игры, как «Ворошиловский стрелок», объединили их. В подарок они получили символическую сову и подставки для смартфонов. Теперь они главные претенденты на путевку московского чемпионата. Анна Брянская, Алексей Меркулин, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Питомник лесных бизонов Усть-Ботома готовится к открытию зимнего турсезона. Сегодня там обитают 37 этих удивительных животных, 9 из которых годовалые телята. Канадские животные давно привыкли к якутской нашей суровой природе и чувствуют себя отлично. Напомним, 14 лет назад в Якутию доставили первую партию канадских лесных бизонов. Это запустило международный проект по реакклиматизации лесного бизона в Якутии. Главная цель – сохранение генофонда единственной в мире популяции. Сюжет Ульяны Шагиной. Суровые холода отступили, в семействе бизонов в марте ожидается новое потомство. Животные свободно пасутся на большой огражденной территории в 100 гектаров, добывая пищу из-под снега, копытя мордой метровый снег. 2 раза в день работники питомника подкармливают их комбикормом и сеном. 90 тонн за зиму. С рук не кормятся, близко не подпускают. Сегодня их по всему региону насчитывается более 200. Второй такой бизонарий в Якутии находится в Горном Улусе в местности Тымпынай. Сейчас там содержится 179 голов, 60 из которых выпущены на свободный выпас. Экологи надеются, что в обозримом будущем лесные гиганты пополнят биологическую фауну Якутии. Очень хорошо они прошли адаптацию, даже дали потомство, сколько уже лет. Только нашим бизонарием мы получили свыше 100 телят.
В конце февраля 10 подрощенных телят впервые отправятся обживать новую местность в Сунтарский улус. В 40 километрах от села Кемпендяя новый бизонарий практически готов встретить своих новых обитателей, которые после карантина будут выпущены на волю. Животные вообще-то спокойные. Вот. Если встретите в дикой природе, не надо их бояться. Двухметровые самцы могут весить до тонны. После завершения весеннего гона их уже отделили от стада. Ботур один из первых прибыл в Якутию, сейчас ему 11 лет. Спокойные на вид животные, очень пугливы и способны на непредсказуемую реакцию. Смотрители предупредили, что приближаться к ним лучше не стоит, потому что это все-таки дикие животные. Но вот так вот прийти и понаблюдать за ними в естественной среде – одно удовольствие. В скором времени Усть-Ботомский питомник пополнит еще 30 канадских телят-бизонов. Договоренность с правительством Канады уже есть. Сейчас идут подготовительные работы по их перевозке. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Усть-Ботома, Хангаласский улус. 24-й раз в Ленске проводится республиканский турнир по волейболу памяти Владимира Ягнышева. Сегодня было открытие турнира. В течение 4 дней состоятся матчи среди сильнейших команд республики из Якутска, Мирного, Алекминска и Ленска. 18:30 парад. Открытие соревнований. Будут проведены конкурсы на лучшую силовую подачу, на точность подачи, на самый красивый нападающий удар. Поэтому будет очень интересно. Я всех приглашаю еще раз. Ну, мы всегда рассчитываем на победу. Поэтому как бы у нас заряжены все на победу. Ну, это волейбол, это как бы игра такая и психологически. Здесь не только мастерство побеждает, очень часто побеждает игровой опыт. Поэтому все команды будут биться за победу. Одним из главных спортивных событий зимнего сезона в Якутии станет 4-я спартакиада зимних видов спорта. Традиционно соревнования проходили на 2 площадках – Алданской и Ниренгринской. В этом году формат будет немного другой. Спортивный праздник будет проведен как чемпионат республики по лыжным гонкам и биатлон. Торжественное открытие состоится в Якутске, а церемония закрытия пройдет в Алдане. Ожидалось, что участники померятся силами как минимум в 5 видах и дисциплинах, но из них оставлены только лыжные гонки и биатлон. На трассах и площадках за победу будут бороться более 500 спортсменов из разных уголков России и Якутии. Мы будем проводить спартакиаду с 7 по 12 апреля. Как полагается, все районы будут собираться у нас. И, соответственно, будем, правда, в 2 видах спорта. Это лыжные гонки, уже есть положение и программа, и биатлон из традиционного оружия. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Продолжат коллеги. Оставайтесь с нами.